Пророка, саллаллаху алейхи вассалям, называли как? Еще милостью для миров. Почему его называли милостью для миров? Ну, это логично. Милость для миров. Всевышний Аллах отправил Мухаммада откровение, через него откровение послал. Да. Это и есть милость. Это и есть милость от мира. То есть это свет по-другому. Вы, опять же, вернемся в лес. Во тьме находитесь. Где-то дорога есть, но там капканы могут быть, ловушки, дикие звери. То есть вы не видите этого, но в яму можете упасть, но не доберете. А это свет, это путеводитель, который показывает тебе дорогу, куда надо идти. Что нам нужно взять? Это милость Аллаха Та'аля, правильно? И Аллах Та'аля говорит: «Вама арсальнака илля рахматан лил алямин». И не послали мы тебя, Мухаммад, никак иначе, кроме как милостью для миров. Но очень интересный, удивительный момент. Ведь мы же знаем, такие люди были, как Абу Джахль, Абу Лахаб, то есть враги пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Люди, которые, зная ислам, они, скажем, отвергли его. Ведь какая милость для них? Ведь они же в аду будут, наказаны будут за то, что они отвергли руководство Аллаха Та'аля, ослушались Аллаха Та'аля. Они же наказаны будут. В чем же здесь милость заключается? Если он милость для миров. Знаете, как можно сравнить? Представьте, вот мы с караваном идем по пустыне. Собрались. И тут мы видим оазис. Провизия воды закончилась, а путь еще долгий, и мы обречены на погибель. Но мы видим оазис. Перед нами оазис. Это милость, что мы, испытывая жажду, умирая от жажды, и нам предстоит долгий путь, вдруг встречаемся, натыкаемся на оазис. Это милость? Это милость. Но из нас кто-то осознает, почувствует эту милость, спустится, напьется из этого оазиса, свои бурдюки водой забьет и максимальную провизию поймет. Он потрудится, а кто-то поленится. Кто-то скажет: я попью чуть-чуть, и мне этого достаточно для успокоения души, для того, чтобы сейчас жажду утолить. А то, что в дороге я все равно жажду начну испытывать, мне нужно провизию побольше взять, я про это думать не хочу. Я буду жить одним мгновением. Вот мне сейчас напился и все. А кто-то скажет: да я и без этого обойдусь. Просто из высокомерия свое, из-за гордости своей. Я и так обойдусь, мне и так нормально. Мне этого не нужно. Я и так доберусь до назначения, до конечной точки. Кто доберется до пункта назначения? Кто спасется? Милость есть? Милость есть. Но мы от этой милости сколько взяли? Сколько мы усилий и сил приложили? То же самое руководство, путь, который был ниспослан Аллаха Та'аля в этот месяц. Божественное откровение. Оно есть, свет этот, который освещает дорогу. Оно есть. Сколько мы усилий, сил прикладываем для того, чтобы взять от этого света, чтобы он нам осветил эту дорогу. И сколько мы усилий прикладываем для того, чтобы идти этой дорогой. Представьте, в лесу, если бы мы находились бы и осознали бы серьезность положения, что нас дикие звери съедят. Но вот есть возможность свет зажечь, но нужно потрудиться. И нужно пойти немножко, пройтись, а не просто сидеть на месте. Аллах Та'аля говорит: «Вама арсальнака илля рахматан лил алямин». О, Мухаммад, мы не послали тебя никак иначе, кроме как милостью для миров. Кто-то взял от этой милости, кто-то ее проигнорировал, кто-то мимо прошел, кто-то отверг. И Аллах Та'аля дальше говорит: «Куль, скажи, о Мухаммад, иннама юха илейя аннама иляхукум иляху вахид». Скажи, Мухаммад, то, что мне внушается, откровение, которое мне приходит, что вашим Богом является один Бог. Очень интересный момент, как он говорит. Скажи, Мухаммад, скажи, иннама юха илейя. То, что я говорю, оно мне внушается. Это не моя прихоть, не то, что я хочу так, чтобы так было. Источник этой религии – это не человек, который сегодня постоянно ошибается, меняется, который подвержен, что-то знает, а чего-то не знает. Источник этой религии – Творец всего сущего, вечный, властелин всего сущего, всемогущий, который нас сотворил и перед которым нам предстоит предстать Яум аль-Кияма. И я, говорю, куль, иннама юха илейя. Я обычный человек, он хочет сказать. Но мне приходит откровение от Аллаха Та'аля. Очень важно понять. Иногда, знаете, в наше время говорят, сколько раз говорят: ну, вы мусульмане, вам пора уже свинину разрешить есть. Вино разрешить пить. Хиджаб отменить.
молитву отменить. Ну, несовременно как-то. Чего эти люди не понимают, когда так говорят? Чего они не понимают? Давайте, пожалуйста, поучаствуйте. Они всего не понимают. Ну вот одного момента ключевого, вот именно вот здесь подходит. Что это дано свыше? Что дано свыше? Человек не может поменять это. Потому что это от Аллаха. Если мы поменяем религию, то эта религия не от Бога будет. А эта религия людей будет, как и все другие религии. Но у нас в чем особенность? Эта религия от Аллаха Та'аля, она неизменно сохранилась, неизменной. Даже если кто-то пытается что-то ей приписать, но она, первоисточники, они остались, сохранились. Ни у кого больше этого нету. Если мы начнем ее менять, то это уже религия не от Бога будет. И знаете, вот интересная фраза такая есть, современная реальность. Иногда говорят, религия должна благо людям приносить. Правильно? Слышим часто так? А на самом деле приносит благо. Но очень часто мы пытаемся, у каждого из нас свое понимание, что есть хорошо, что плохо. И иногда оно отличается. Так же бывает? Да. Что один человек считает одно хорошо, другой это считает, нет, это неправильно, это плохо. У каждого свое понимание. И очень часто, обратите внимание, люди говорят, как будто бы языком своих действий, что как будто бы хотят, чтобы религия была такая, как им хочется, чтобы она была. Как будто бы Творец Всего Сущего должен религию удобную, такую, которая соответствует нашим желаниям, не спаслать для нас. Вот иногда вот такое впечатление складывается. Как будто бы, да, ты Бог, ты Творец, ты нас сотворил, да, ты всем миром управляешь. Но мы, люди, мы тебе диктуем, какую ты нам религию должен не спаслать. Вот как будто бы языком своим действием вот это вот происходит. Когда люди пытаются Аллаху Та'аля диктовать, какую Аллах Та'аля должен религию спасать, нужно понять. Аят, еще раз вернусь. Пророк Аллах Та'аля говорит, куль, скажи, иннама юха илейя. Скажи, мне внушается, откровение приходит. Не от себя говорю. Аннама иляхукум иляху вахид. То, что вашим божеством, которым вы должны поклоняться, подчиниться, обожествлять. Иляхун вахидун. Один Бог, один Творец. Это тот, кто вас сотворил. Тот, который вам дает пропитание. Тот, который сотворил все те принципы и правила, по которым существует мироздание. И дальше Аллах Та'аля говорит, фагаль антум муслимун. Так покоритесь же вы. Что значит мусульманин? Покорившийся. Мусульманин – это тот, который покорился. Кому покорился? Своим страстям? Желанием общества? Покорился Господу людей. Не обществу, не людям, а покорился Господу людей. Тому, кто сотворил это мироздание, тому, кто сотворил общество. Он не является ни рабом людей, ни рабом общества, ни рабом своих страстей. Он не является рабом современной какой-то там поп-культуры или еще чего-то. Он является рабом только лишь своего Создателя. Еще раз, завершение. Куль, скажи, иннама юха илейя. Поясни, то это, мне внушается откровение. Не от себя говорит. Аннама иляхукум иляху вахид. Что вашим божеством, которому вы должны подчиниться, обожествлять, возвеличивать. Иляхун вахидун. Один Бог. Фагаль антум муслимун. Покоритесь ли вы ему? Это призыв. Милость в резюме. Аллах Та'аля нас не просто так сотворил. Он сотворил нас для определенной цели. И здесь философствовать не надо. Необходимо, если мы верим в Него, обратиться к Нему. Для чего Он нас сотворил? Каким путем мы должны следовать, чтобы зайти в райские сады и прийти к Его довольству? Чтобы выполнить то предназначение, для которого мы пришли в этот мир. Для этого необходимо вернуться к Его руководству. Его руководство, которое ниспослано было в месяц Рамадан. В лучший из месяцев. В лучшем месте, а это Мекка. Лучшему из пророков. Это пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, лучшему из людей. В лучший из дней, из ночей, а это Ляйлятуль Кадр. И самая великая книга, которая когда-либо существовала, это книга Коран, до наших дней, которая сохранилась в неизменном состоянии, и которую больше всего, кто ее люди по всему миру наизусть знают. И больше всего трудов по ее разбирательству происходит. Это то, что нас заставляет, ценить это. Просто если мы вдумаемся. На основе этой книги, этого божественного руководства, тогда сколько миллионов людей сейчас, вот в это время, или же перед заходом солнца, ожидают вот так вот собравшись, ожидают разговления. На сухур просыпаются для того, чтобы
пост держать. Ожидают разговления, чтобы открыть свой пост. Собираются в мечетях, таравых делают. Направляются в одну сторону, в сторону кибли. Сколько народу, сколько людей, которые никогда даже друг друга не видели, объединило это божественное руководство. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.